Броски, красивые захваты и громкие падения. Национальный вид спорта – крэш. На музыкально-спортивной премии «Мансара» лучших батыров определяют уже в 5-й раз. Это уникальный формат – синтез спорта и культуры. Только в этом году кульминацией турнира стала не финальная схватка, а постфинальное выступление первого заместителя министра спорта Халила Шайхутдинова. Перед этим он попросил выключить все камеры на арене и сказал все, что думает о поведении спортсменов. Затем написал об этом в своем инстаграм. В последнее время появились не борцы, а переговорщики, аферисты. Надо закончить с этим. Кто хочет, тот поймет. Стыдно мне за вас. Такая реакция последовала после отказа победителя весовой категории до 130 килограммов Мусы Галямова от участия в битве за звание абсолютного чемпиона. Это произошло после жеребьевки между 3 претендентами. В итоге за главный приз в 100 тысяч рублей боролись батыры из весовых категорий 85 и 110 килограммов. Вполне логично, что выиграет тяжеловес. Так и было. Муса, ссылаясь, что у него нога болит, травма, отказался бороться. Это его личное право, но зрители ждали. Наверное, зрители недовольны были от того, что в последнее время участились. Борцы приезжают на борьбу. Зрители ожидают честную, динамичную, зрелищную борьбу, а они, переговорив между собой, разделяет призовой. Сам Муса Галямов настаивает на том, что отказался от борьбы из-за того, что у него забились мышцы, а впереди старты на чемпионате республики и России. Из-за того, что у меня нога болит, я мог выйти Булату чистым броском отдать схватку. Вот это был бы договорняк, понимаете? Я, чтобы этого договорняка не было, просто отказался бороться. А все подумали, что это договорняк, а реально не думают, что у меня реально может быть нога больная. Они сразу думают, что договорняк. При этом запрета от врачей на выступление на ковре у Галямова не было. И это был не первый отказ от борьбы в этот день. Еще утром, за несколько часов до начала премии, сославшись на неготовность, снялся один из фаворитов Раиль Нургалиев. Прям в день турнира? С утра сказал, да. А чем оправдал? Сказал, что у него нет тренировки, и выступил Халил Хамитович, сказал, он ему объяснил, что он месяц уже играет в футбол, поэтому тренировки нет. А почему до начала турнира нет? Я этому тоже не могу найти ответ. Сам Раиль Нургалиев сначала согласился нам дать комментарий по телефону, а в назначенное время перестал выходить на связь. Так, вместо спортивного праздника зрители скорее получили скандал. И, как говорят сами спортсмены в беседах без камер, договорники – это не новинка в борьбе крэш. Остается надеяться, что может хотя бы такая громкая реакция заставит борцов пересмотреть отношение к турнирам и к зрителям. Салават Мухаммадуллин, Даниил Филатов, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.